Ремесло кошмоваляния туркменского народа, которое уходит своими корнями вглубь веков, известно в качестве одного из направлений декоративно-прикладного искусства. В книге «Красота небесная», что домашнее имущество туркмен в основном составляли ковры и войлочные изделия. Туркменские женщины делали очаг в юрте по самому древнему и простому способу – из смеси овечьей шерсти. Эстетическую атмосферу в юрте создавали яркие теплые войлочные ковры – кече, сделанные из овечьей шерсти. Войлок был единственным видом текстиля для туркмен и незаменимым условием кочевой жизни. Кече с орнаментами является одним из видов ранних ремесел, изготавливались методом прессовки. С ранних времен войлочные изделия занимали особое место в жизни наших предков. Повышение спроса к ним в хозяйстве привело к увеличению их многообразия и доведению этого ремесла до уровня высокого искусства. Как отмечают ученые, сначала возникло кошмоваляние, затем ткали паласы, а позднее получило развитие ковроткачества. По мере применения на первом месте стояли войлочные изделия. Для изготовления основы войлочных ковров кече применяет овечью шерсть, осенней стрижки грубых сортов, которая хорошо уплотняется и легче скатывается, а из весенней шерсти, оказывающей лечебное воздействие, укладывали причудливые узоры. Возрождение, сохранение и обогащение народных традиций в области искусства войлока – важное явление культурной жизни Туркменистана. Конкурсы, организуемые Центральным советом Союза женщин Туркменистана, служат делу передачи народными мастерицами молодому поколению богатого опыта в развитии декоративно-прикладного искусства и посылом следующим поколениям туркменских женщин сохранять и развивать культуру узорного кошмоваляния. Для изготовления кошм используются специальные природные красители. Как и ковровые нити, шерсть для изготовления кошм окрашивается различными природными красителями, гранатовыми корками, фундуком. Наши бабушки и прабабушки с древних времен создавали различные виды кошм. Başladılar yar yar, başladılar yar yar. Çöpürün taylap beylek taşladılar yar yar. Çöpürün taylap beylek taşladılar yar yar. Gelin batıp kalların, yatan gül var yar yar, yatan gül var yar yar. Saygıcı berip tutmasın, kavar eller yar yar. Saygıcı berip tutmasın, kavar eller yar yar. İlki boyasın sarı yar yar yaralli, kırmızı bolsun yari yar yar yaralli. Kök yaşılır memişidir ur gerektir bari yar 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 yaralli. Yung tidip tarak tarap yar yar yaralli, pişkesi yumuk sarap yar yar yaralli. Gül keçemiz güllelim, oturmalıyım sürmürep yar 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 yar.
يركض بقرا قراني يار 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 اللي على جدر ضنجرة خيران در قرني يار 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 اللي كتبت بقرادة يار 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 اللي سايلار قرا قرادة يار 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 اللي بيش وجالب باشتكي بر الكيان قرادة يار 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 اللي Кошма широко используется в хозяйстве и имеет важное значение в быту нашего народа. Богатое национальное наследие туркменского народа включает в себя огромный перечень национальных ценностей, и одним из них является не утративший свои ценности и по сей день такой вид ремесленничества, как производство войлочных изделий. Способы создания войлочных кошм и войлочных изделий, создаваемые туркменскими девушками и женщинами, совершенствовались в течение многих веков. Украшением каждого туркменского дома считаются войлочные изделия, выполненные с нанесением различных узоров и использованием различных цветовых окрасов. Кошмы украшались различными узорами и орнаментами. Узоры войлочных кошм, созданных мастерицами различных вилаятов и этрапов страны, имеют особое отличие. Бережное сохранение наследия, донесение его до будущих поколений является священным долгом каждого из нас. Многочисленные материальные и духовные ценности, созданные талантом, теплотой души, любовью туркменских мастериц, передаваясь из поколения в поколение, дошли до наших дней. Если обратиться к их истории, то можно убедиться в том, что эти изделия, которые широко использовались в повседневной жизни нашего народа, последовательно совершенствовались.